Здравствуйте! Сегодня мы вам предлагаем мастер-класс от Вурнарского историко-краеведческого народного музея. Раньше на селе и в деревне в каждом доме была корова, она была кормилицей. Вот и сегодня мы с вами будем делать вот такие удивительные игровые куклы, кукла-корова. Для этого мы возьмем с вами ткань, можно белую, а у меня, например, вот такого цвета, от старой футболки. Складываем ее в 3 раза и таким образом и формируем рог. Сформировали, берем крепкую ниточку и начинаем мотать. Мотаем до конца, очень крепко, но в конце смотрим, чтобы не съезжала, делаем узелок и возвращаемся обратно. Таким образом у нас должно получиться 2 рога. Вот я уже приготовила. Вот 2 рога. Дальше идет заготовочка, которая ушки. Вставляются сюда ушки, вставляются ушки. Вот таким вот образом и зажимаются. И потом уже голова наполняется синтепоном. Вот я приготовила голову из синтепона. Теперь нужно сформировать мордочку. Тоже берем ниточки, какого хотите цвета. Основные можно красненькие. И начинаем формировать, делая вперед вот такую вот мордочку. Заматывая ее тоже веревочкой. Крепко смотрим, чтобы получилось аккуратно. Обрезаем и завязываем. В результате на первом этапе работы у нас с вами получается голова. Оставшиеся узелки все отрезаем. Ниточки, завязав узелки. Вот у нас получилась корова или бычок. Дальше готовим руки и рубашку. Для того, чтобы приготовить руки, берем вот такую ткань. Для копытцев берем по цвет рожек. И складываем. Ткань для рукавичек, для рукавов тоже складываем аккуратно. Кладем туда копытца, завернув аккуратненько. Мы прискориваем рубашку и тоже завязываем ниточкой. Вот я, например, взяла на голубую рубашку голубую ниточку. У нас получился рукавчик. Полученные рукава мы привязываем к тельцу. Сейчас покажу, каким это образом делается. Ну что ж, рукава наши, руки готовы. Прикладываем к корове. У нас уже готова рубашка. Вот я приготовила шовчик. И одеваем рубашку, чтобы шов рубашки вот таким образом был сзади. А вы можете сбоку, как вам угодно. Подтягиваем руки, рубашку и аккуратненько все присбориваем на шее красиво, чтобы было много сборочек, и завязываем. Крепко. Вот рубашка у нас с вами готова. Завязываем несколько узелков, чтобы это было крепко, и выворачиваем. Смотрите, наш бычок или корова уже готовы. Вот такая красивая рубашка или платьице. Можно уже использовать красивый поясочек. Если вы будете делать корову, то можно таким же образом, приподняв, сделать и груди корове, да, привязав здесь 2 шарика. А если вы будете делать бычка, то, конечно, оставляем также и рубашку на выпуск. Для бычка берем темную ткань и делаем ему ножки.
укладываются также в трубочку и привязываем к тельцу. Вот таким образом. Привязываем к тельцу, и у нас получается бычок. Здесь тоже мы завяжем веревочками и сделаем копытца из такого же цвета, как и ручки, как и ушки. Сделаем ему красивый пояс. Ну, а если мы хотим делать буренку, то для нее сделаем очень красивое платьице, повесим бусики, дадим что-нибудь в руки, что у вас есть. Ну и, конечно, оформим глазки, оформим лицо, личико, мордочку коровы. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам, чтобы такая творческая работа приносила вам удовольствие. Будьте здоровы, не болейте.